Сегодня у нас в гостях режиссер, писатель, поэт. Действительно, очень интересная личность. Очень многие знают ее. Это Аниса Сабири, друзья мои. Мы все следим за ее творчеством, кстати. Вот я, в частности, в Фейсбуке. Да, пока в Инстаграме. в Инстаграм более не получается. И тем не менее, очень красивые работы, фотоработы ее, кстати, хочу отметить. Вот, хотя Аниса скромничает, не считает себя фотографом, тем не менее. И кроме того, Исмоил Зибои сегодня тоже с нами. Это исполнительный продюсер их нового совместного кинофильма. Сейчас мы об этом поговорим, но вначале здравствуйте, добро пожаловать, и мы очень рады вас сегодня видеть у нас в гостях. Друзья мои, что ж, переходим к фильму. Расскажите, пожалуйста, о чем фильм, в каком жанре снят фильм, да, что интересного было на съемках, мы с удовольствием послушаем. Это фильм «Нолай Танбур» или «Плач Танбура», который переводится как плач, означает плач инструмента по усопшему, да, по ушедшему. Фильм драма, что понятно из названия, это художественный фильм, и он повествует о ушедшем времени, времени, которое застали наши папы, мамы, время гражданской войны. Но фильм не о гражданской войне, это история о мальчике, который теряет своего отца и преодолевает вот это взросление, преодолевает трудности внутреннего состояния и пытается помочь своей семье. То есть это фильм о становлении человека. Мне кажется, богатый фильм какой-то своей философией. Расскажите, пожалуйста, вот тогда вопрос к Исмоилу. Как снимался, где снимался, что интересного происходило на съемках? Фильм снимался в Душанбе. Так. Мы снимали 13 смен, у нас было 13 съемочных дней. И интересного происходило каждый день очень много. Не только в съемочный период, но и в подготовительный, и даже сейчас, когда мы там монтируем и прочие спецэффекты добавляем к этому фильму. Что очень интересно, что было интересно работать с Анисой, потому что это первый ваш совместный проект. Да, это наш первый совместный проект, и было интересно работать с ней в плане того, что у нее постоянно идеи фонтанировали, и иногда приходилось даже как-то так мы... У меня просто сразу вопрос к Анисе. Анис, скажите, вот кто выбрал название для фильма и почему именно такое? Я очень люблю народную музыку, классическую таджикскую, и я думаю, что есть у нас столько много традиций, столько глубоких корней, которые дают вдохновение для того, чтобы творить, делать что-то дальше. И вот танбур — это такой инструмент, который прежде всего возвещает о соединении вот этого мира земного с неземным, да, это очень сакральный инструмент, он используется во время определенных процессий, в том числе и похоронных, и ноолай танбур — это такое понятие, есть в музыке традиционной, как плач танбура, который говорит о том, что душа, она соединяется с миром вечности, когда умирает человек, собираются люди, и это было раньше обязательно, как часть похоронной процессии, воспевали и помогали этой душе соединиться, как бы пройти этот путь, да, и достичь вот определенных состояний. Поэтому это название было использовано. Сейчас мы находимся на последнем этапе. То есть идет монтажно-тонировочный период. Да, я понимаю. Монтажно-тонировочный период. Мы планируем дальше отправлять на фестиваль его. И, естественно, показывать его здесь, потому что мы снимаем для нашего зрителя. В первую очередь. Как бы мы ни хотели говорить о философии, о прочих вещах, все-таки мы снимаем ради того, чтобы это увидел зритель. И в первую очередь наш зритель в том числе. Но есть различные нюансы организационных планов, которые у фестивалей, то есть мы не можем его пока показывать здесь, потому что у фестиваля есть свои ограничения. Мы его планируем весной провести премьеру именно в Душанбе и как на суд зрителей представить. Вынести, да, наконец, да, представить. Наконец, очень хотелось бы тоже, как отреагировали, интересно бы наши